Сегодня в этом зале не слышно аплодисментов, смеха и веселья. Гости собрались, чтобы почтить память погибших сотрудников правоохранительных органов. Ночь с 21 на 22 июня 2004 года стала для республики трагической. Боевиками было совершено коварное и жестокое нападение на Ингушетию, в ходе которого были убиты 98 человек и 104 ранено. В основном ими стали сотрудники МВД и ФСБ. Нападение началось 21 июня в 22:45. Были атакованы здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Почти сразу же отряды боевиков блокировали федеральную трассу «Кавказ». Совершено нападение на Карбулак, столицу Орджоникидзевскую. Всего подверглись атакам около 2 десятков административных сооружений и военных объектов. Зайнаб Албакова и сейчас вспоминают ту страшную ночь с горечью. Ее старший сын, милиционер-боец ОМОН Багаудин Албаков, был в числе тех, кто до последнего защищал нашу землю от боевиков. Почти в каждый ингушский дом, в каждую ингушскую семью пришло горе. На улицах горящие здания, убитые и раненые. Тамерлан Измайлов в прошлом тоже милиционер. В ту ночь потерял многих своих коллег, братьев по оружию. Их подвиг не описать словами, говорит он. Они, зная, что идут на гибель, храбро выполняли свой долг. Мои друзья были, конечно, отважными ребятами, грамотными. Действовали в эту ночь очень грамотно. С 22:00 приблизительно вот так начали вот эти мероприятия и до утра. Что где-то до 5, до 4 утра проходили вот эти мероприятия. Отстаивали свои посты грамотно, никаких вопросов. Среди приглашенных гостей семьи погибших правоохранителей, ветераны и действующие сотрудники, представители общественных советов и депутаты сельских поселений. И просто неравнодушные граждане, которые и по сей день не могут справиться с эмоциями, когда накатывают воспоминания. Мадина Цора, Алисхан Горовожев, Магаз, 24.